Здравствуйте! В эфире специальный выпуск новостей. В студии Анастасия Маслова. Коротко о главном. Российский триколор на уровне неба. Восхождение с государственным флагом страны на гору Дагэ. Двойное торжество. День рождения семьи в праздник всей страны. Борцы из Тувы на чемпионате России. Специальное включение из Ингушетии. О событиях подробнее. Национальный праздник 12 июня мы всей страной отмечаем День России. Это праздник, символизирующий независимость страны и единство многонационального народа. За 27 лет с провозглашения суверенитета мы вместе, плечом к плечу, прошли очень непростой путь политических и экономических реформ. С достоинством преодолевали их все тяготы, вместе строили новую страну. И поводов гордиться своей страной у нас с каждым годом становится все больше. День России отмечали сегодня в каждом уголке страны. Исключением не стала и Тува. Глава региона обратился к землякам и поздравил с нашим общим праздником. Праздником, который объединяет миллионы людей. Цитата. «Уверен, каждому из вас День России стал за эти годы ближе и дороже. Так много личного вложено в это возрождение. Так много мы сделали и продолжаем делать ради ее и своей свободы. Ради большого будущего. С праздником, дорогие друзья! Крепкого здоровья вам, благополучия и свежих сил для новых свершений во имя нашей великой Родины». Конец цитаты. День России необычно отметили органы исполнительной власти, работники службы ГО и ЧС Тувы и юноармейцы. Около 50 человек, в основном мужчины, поднялись на гору Дагэ вместе с российским триколором. Смотрите, как это было. Работники службы гражданской обороны, а также юноармейцы Тувы и другие организации исполнительной власти сегодня в честь Дня России поднимаются на гору Дагэ с триколором. Этот праздник мы почему поднимаемся этот высоту гора Дагэ, да? Здесь мы всегда поднимаемся уважение, как бы патриотизм. Мы как любим Российскую Федерацию, нашу Родину. Вот так вот. Поэтому это важно, патриотизм наших детей. В нашей стране пожелаю благополучия, все было хорошо. Счастья, здоровья всем и всего наилучшего. Сегодня особый день, сегодня День России. Сегодня всех поздравляю, желаю крепкого здоровья. В честь этого дня мы подняли на гору Дагэ российский флаг. Поздравляю вас еще раз. День России в Кызыле решили отметить по-спортивному. Веселые старты, фестиваль ГТО и другие спортивные соревнования. Но, пожалуй, самым массовым стал велопробег. Десятки людей сегодня вышли на старт, чтобы принять в нем участие. В этот раз велопробег проходил от стадиона Хуреши и по велодорожке в сторону Серебрянки. На старте провожала спортсменов и наша съемочная группа. Несмотря на дождь, любители здорового образа жизни и велоспорта вышли на дорожку здоровья. Ежегодный велопробег ко Дню России стартовал сегодня со стадиона Хуреш. Он для жителей Кызыла уже стал доброй традицией. Пробег объединяет всех любителей велосипедной езды, делает более сплоченными коллективы организаций, учреждений и семьи. Это не соревнование, поэтому принять участие в массовом заезде может любой желающий. Данный велопробег, посвященный Дню России, проводится в рамках празднования Дня России у нас в республике, согласно плану правительства Республики Тува.
На данный велопробег от всех желающих поступила заявка в количестве около 120-150 человек. Ну, так как сегодня у нас погода чуть-чуть испортилась, люди вот понемногу чуть-чуть собираются. Но мы надеемся, к 12 часам сколько заявлено, столько и придут. За полчаса на сборном пункте собралось более 100 велосипедистов. Сотрудники самых разных организаций, студенты и юные спортсмены преследовали одну цель – показать всем остальным, что велосипед не просто средство передвижения, но и отличный тренажер для того, чтобы держать себя в тонусе. Модели на велодорожке были разные, но объединяло их одно – флаг России. Массово поздравить от всех велосипедистов, наверное, жителей России и нашей республики. И призывать молодежь к здоровому образу жизни, к велосипеду, к велоспорту. А вы сколько уже занимаетесь велоспортом? Ну, я уже, если не считать с любительского, то я уже лет 5 уже профессионально занимаюсь. Такого количества велосипедистов сразу на велодорожке встретишь нечасто, поэтому организаторы призывают участников быть осторожнее, ведь велодорожка не предназначена вместить за раз более 100 участников. Пробег на железных конях возглавил сам министр по делам молодежи и спорта Адам Тикеев. По его словам, сегодняшний велопробег – это, скорее всего, парад, где каждый участник становится частичкой цепочки здорового образа жизни, говорит он. Мы вообще хотим в этом году не только велопарады, да, но и попробовать все-таки велогонку тоже устроить. Но это такая более опасная ситуация, да, и мы сейчас продумаем, на какой трассе, где это будет происходить. И не только в Дню Республики, но я думаю, что раз 5 как минимум за это лето нужно провести, потому что велосипедный спорт становится популярным. У нас отличная велодорожка, благодаря усилиям Шулбана Валерьевича, и она сейчас продлевается, да, и скоро она, говорят, даже будет по кругу, поэтому велоспорт, я думаю, один из самых популярных видов спорта скоро будет у нас в Тыве, особенно летом. Так как мероприятие не являлось спортивной гонкой, скорость передвижения была небольшой, что позволило некоторым любителям велоспорта взять с собой и маленьких детей. Маршрут велопробега протянулся от стадиона Хурэш до Серебрянки, вплоть до конца велодорожки. Чинчи Самбука, Диана Баймбусерес Ховалык, телекомпания «Новый век». В то же время погода внесла свои коррективы в праздничную программу. Многие из запланированных культурно-массовых мероприятий пришлось отменить. Но семейному празднику никакой дождь не помеха. В День России одна из интернациональных супружеских пар Тувы отметила 35 лет совместной жизни. С двойным праздником их поздравила наша съемочная группа. Сегодня свою коралловую свадьбу отметила чета Аркадия и Салбакай Абхановых. Интернациональная пара вот уже на протяжении 35 лет, несмотря на все жизненные трудности, осталась такой же. Правда, супруг немного прибавил в весе, шутит сестра Салбакай. Познакомились они в Иркутске. Когда молодая девушка поступила в университет, ее сразу же приметил молодой бурят. Жить изначально планировали в Иркутске, но приехав в Туву, Аркадий решил, жить буду тут. Самолетом прилетели мы и вот начали ездить по гостям, вот к родственникам, вот в первую очередь тут сейчас говорил Саяна Бариновна, к ним зашли. И вот поездив по разным местам, по чабанским стоянкам, по поселкам, мне жутко здесь понравилось. И поэтому я как бы захотелось тут пожить. И горы, вот эти горные речки, вот эти мне понравились, потом это степи, равнины тоже вот необычные, как бы как романтика, типа как романтика, да, вот мечта, сбылась романтики. Секрет долгого и крепкого брака очень прост, говорят в оба голоса супруги. Главное – взаимопонимание и уважение. В первый раз, увидев мужа, я даже не обратила на него внимания, но после выяснилось, что у нас очень много общего, говорит Салбакай. Несмотря на разную культуру, язык и обычаи, семья Абхановых вырастила 3 детей. И сегодня, в День многонациональной страны России, их с юбилеем свадьбы поздравили представители правительства региона. За этой юбилейной датой, полный разных событий, счастливых и добрых мгновений, большой этап вашей дружной интернациональной семьи. Вы с достоинством выдержали очень важный экзамен на любовь и верность, стали примером для молодых семей. И пусть впереди у вас будет только безоблачное будущее. Чете Абхановых прожить вместе еще полвека и оставаться примером для молодых супружеских пар пожелала и директор агентства по делам семьи и детей Саида Синги. Будьте всегда окружены взаимной любовью, трепетом и нежностью.
Цените то, что вы есть друг у друга. Радости вам, взаимопонимания и достижения общих целей. Будьте счастливы еще много-много лет. С праздником вас! Изначально у нас была общая идея построить крепкую семью, чтобы дети видели и в последующем искали себе такого же человека, с которым не страшно в огонь и в воду. Теперь мы эту любовь прививаем внукам, а их у нас пока 3, говорит Аркадий Апханов. Супруги Апхановых желают свой юбилей друг другу вот так вот в компании родных и близких отметить свою жемчужную свадьбу. Чинчисан Бугай, Рысхавалы, телекомпания «Новый век». Спортсмены из Тувы сейчас находятся в Ингушетии. Наши борцы представляют республику на чемпионате России по вольной борьбе. Некоторые из них, помимо Тувы, также будут представлять и другие регионы. В Ингушетии за звание чемпиона России поборются Амак Сюрюн, Хуришол Дундукол, Беликол Кужугет, Начин Кулар, Айхан Андар, Минги Мартуйол, Минги Чудак, Айдын Ачуржап. Сейчас в Ингушетии работает и наш собственный корреспондент Айдын Лапсан. Он сейчас с нами на связи по телефону. Айдын, здравствуй. Расскажи, как вы устроились и что было накануне. Здравствуй, Анастасия и все телезрители. Вчера мы прибыли в Назрань в 12 часов дня. Сразу же заселились. Там принимающая сторона гостеприимно проявила. Так что мы заселились, все нормально. И вчера было взвешивание в категории до 61 килограмма. Наша одна из главных надежд Начин Кулар, чемпион мира среди военнослужащих, чемпион Европы среди молодежи. К сожалению, не сделал вес. Он должен был бороться в 61 килограмм. Было принято решение, что будет бороться в 65 килограмм. Это вот в 3-й день соревнований. Вот в эти 2 дня ему нужно восстановиться. И вчера наш тоже парень Айхан Андар взвесился, все нормально. Завтра будет бороться. Кто участвует в первом дне соревнований? Сегодня, вот в первый день соревнований, будут бороться 2 категории до 61 килограмма и до 70 килограмм. До 70 у нас нет участника. Ранее говорил, что Начин Кулар должен был быть, но его не будет, он будет в другой категории. И Айхан Андар, вот с ним тоже связываем определенные надежды. Хороший парень, надеемся, он сегодня проборется, покажет результат. Какой настрой у наших борцов? Настрой отличный, я могу сказать. Ребята все уже, можно сказать, профессионалы, уже там тренера над ними не трясутся, они спокойно. Сегодня-завтра взвешивание у них. Так что настрой боевой, полны решимости ребята. Спасибо, желаем нашим спортсменам удачи и будем следить за развитием событий. С нами на связи из Ингушетии был Айдын Лапсан. Подробнее о том, как проходит чемпионат России, вы можете узнать в группе ВКонтакте «Борцы Тувы», а также не пропускайте наши выпуски новостей. А сейчас о погоде. В ближайшие сутки в Кызыле будет переменная облачность, ожидается дождь. Температура воздуха в ночное время составит плюс 11, плюс 13 градусов. Днем будет плюс 22, плюс 24. Ветер 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 710 миллиметров ртутного столба. На этом специальный выпуск новостей ко Дню России подошел к концу. С праздником вас! До свидания!